Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Трое мужчин погибли во время пожара в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского района. Возгорание произошло в частном доме на улице Таежная. К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри открытым огнем. Среди погибших хозяин дома, у остальных личность устанавливают. Причина пожара неизвестна. Также в Чоропчинском районе в огне погиб мужчина. Предположительно, хозяева этих двух домов злоупотребляли спиртными напитками. На сегодня, если говорить по пожарам в Чоропче и Кысыл-Сыре, то по обеим случаям имеется большая вероятность человеческого фактора. Мы в данное время располагаем информацией, что в обеих случаях был момент распития спиртных напитков. И что мы предполагаем, привело к трагедии. Сотрудники Национального художественного музея Якутии в течение нескольких лет крали средства фонда оплаты труда. Сумма хищений составила порядка 40 миллионов рублей. Финансовый директор, бухгалтер и сотрудник отдела кадров в течение продолжительного времени совершали хищение денежных средств из фонда. Они начисляли зарплату несуществующим работникам, так называемым мертвым душам. Следует отметить, что сразу после выяснения обстоятельств в музее произошло изменение штатного расписания и урезание заработной платы сотрудникам. В настоящее время у нас в производстве имеется уголовное дело в отношении руководителей национального, работников, скажем так, и в том числе из числа руководителей Национального художественного музея, которые совершили хищение бюджетных денежных средств в размере порядка 40 миллионов рублей. Дело находится на завершающей стадии расследования. В ближайшее время будет представлено в прокурору для утверждения обвинительного заключения. Тампонский районный суд рассмотрел дело по обвинению в вымогательстве 3 уроженцев поселка Хандыга, один из которых был ранее судим. Подсудимую осенью 2017 года в поселке Хандыга совершили разбойное нападение на студентов техникума. Отобрали у них мобильный телефон, денежные средства и предметы одежды, а также, применяя физическое насилие, вымогали 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Якутии. Соучастники преступления приговорены к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом 100 тысяч рублей, 6 лет со штрафом 150 тысяч рублей и 2 года 8 месяцев со штрафом 80 тысяч рублей. При вынесении приговора учитывались обстоятельства совершения преступления и мнение государственного обвинителя. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, говорится в прокуратуре. Верховным судом республики рассматривается дело жителя Намского улуса Якутии, который обвиняется в двойном убийстве. Он застрелил 2 из ружья, еще 2 пострадали. Убийство произошло 29 июля 2016 года. Во время алкогольного застолья между обвиняемым и его лучшим другом произошла ссора. Последний высказал, что приятель низкого роста. Обвиняемый взял в сарае охотничье ружье 12-го калибра, зашел в дом и выстрелил в сторону участников застолья. В результате чего 2 мужчин скончались на месте. Один потерпевший с огнестрельным ранением скрылся с места происшествия. Другой с ранением головы был доставлен в больницу. В Нерюнгри произошло ДТП со скорой помощью рядом с торговым центром «Парадис». Видео попало в социальные сети, обстоятельства выясняются. А в Сунтарском районе нелегальному таксисту назначили штраф после возгорания автобуса со школьниками. Прокуратура Сунтарского района провела проверку по факту возгорания микроавтобуса, в котором находились учащиеся Сунтарской средней школы номер 2. Напомним, на трассе Вилюй сгорел микроавтобус, перевозивший школьников. Таксист перевозил пассажиров по маршруту Сунтар-Якут-Сунтар, не имея лицензии. Ему назначили штраф в виде 4000 рублей. Площадь загрязнения фекалиями столицы республики составила 3703 квадратных метра. За первый квартал этого года в Якутский комитет охраны природы поступило 6 жалоб об авариях на городских канализационных сетях. Причина аварий одна – ненадлежащее содержание инженерных сетей обслуживающей организации. География разливов фекалий широка и разнообразна. Автобусная остановка «Медцентр», перекресток улиц Тургенева, Петровского, переулок Колымский, в Мархе улица Кузьмина, перекресток улиц Амосова, Чернышевского и Талое озеро. Общее количество штрафов – 364 тысячи рублей. Отметим, что владельцем канализационного коллектора Якутска является водоканал. Из Якутии выдворены 29 иностранцев. Из числа выдворенных 12 являются гражданами Кыргызстана, 4 республики Армения, 3 Китая, 2 республики Узбекистан, а также граждане республики Таджикистан, Молдовы, республики Беларусь и Казахстана.
На прошлой неделе выдворены 4 иностранных гражданина из республик Киргизии, Армении и Таджикистана. После вынесения постановления 20 иностранцев отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан. 5 граждан выдворены из Якутии за свой счет. В Мирном ведут установку пожарных извещателей в многоквартирных деревянных домах. В приоритете удаленные районы города, микрорайон Заречный и Верхний, а также район аэропорта. Тему продолжит наш корреспондент в Мирном Марьяна Катукова. Сегодня пожарные извещатели есть в 53 домах. 106 извещателей с GSM-модулем, сим-картой установлены в подъездах на 2-м этаже. В случае возгорания и задымления сигнал посредством мобильной связи подается в оперативные службы. Это ЕДДС, пожарная служба и управляющая компания. Ну, по нормативам у нас по городу до 10 минут. Здесь, в данном районе, у нас непосредственно где-то в километре, примерно даже, может, поменьше, находится пожарная часть, одна из пожарных частей. Отсюда выезжает автомобиль пожарный с подразделением, и с города непосредственно сразу же по высшему номеру, то есть как минимум 2 машины еще. То есть в общей сложности в данный дом, допустим, по этому адресу может прибыть 3 автомобиля одновременно. С момента установки пожарных извещателей были лишь ложные срабатывания. Причина – курение в подъезде. За свою безопасность жильцам придется платить. В скором времени управляющая компания проведет собрание с собственниками жилья, разъяснит, сколько будет стоить корпоративный тариф сим-карты и техническое обслуживание извещателей. Стоить это будет для жильцов порядка 2,5 рублей, то есть 2 рубля 50 копеек с одной семьи, да, с одной квартиры, для того, чтобы ежемесячно выплачивали управляющие компании такие взносы. Ну, это посильная, я считаю, оплата даже для малообеспеченных семей. Но оговорюсь сразу, что это предварительная оценка. Управляющие компании сейчас более подробно это посчитают. Но я думаю, если даже в 2 раза увеличится, но 5 рублей, я думаю, способна найти каждая, даже малоимущая семья, для того, чтобы оплатить эти взносы. В этом году на установку пожарных извещателей в бюджете города выделено около 350 тысяч рублей. Оставшиеся 163 деревянные двухэтажки обеспечат до 2022 года, постепенно приближаясь к центру города. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. На этом все. Хороших выходных и берегите себя.